Здравствуйте, это программа «Сегодня». Представляем вам анонс событий сегодняшнего дня. В Таджикистане продолжается спецоперация правительственных сил против экс-замминистра обороны Абдулхалима Назарзада и его сторонников. На данный момент ситуация сложилась таким образом. Абдулхалим Назарзада прячется в Рамитском ущелье, которое начинается в 25 километрах к востоку от Душанбе и тянется на сотню километров в сторону госграницы. Силовики заявляют об окружении территории. МВД сообщило о задержании 56 сторонников беглого генерала и нейтрализации 17 его сторонников. Сотовые операторы отключили мобильную СМС-услугу, а в столице и прилегающих к ней районах усилены меры безопасности. На всех въездах в Душанбе выставлены блокпосты. По государственным телеканалам постоянно прокручиваются сюжеты с допросами задержанных сторонников генерала и видео обыска домов и предприятий экс-замминистра, где якобы были найдены целые арсеналы оружия и боеприпасов. Также стало известно о совместно российско-таджикских учениях к югу от Душанбе, где 201-я российская военная база совместно с таджикскими военнослужащими отрабатывает уничтожение террористов в горной местности. Особый акцент в этой новости делается на использовании российских беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника командующего войсками Центрального военного округа Ярослава Рощупкина. И буквально только что стало известно о задержании еще 14 сторонников беглого генерала Назарзада. Как сообщает официальный сайт МВД Республики Таджикистан, в Рамитском ущелье в ходе проведения совместной операции сотрудниками МВД, ГКНБ и других силовых структур были задержаны 14 членов вооруженной преступной группировки. На месте инцидента было обнаружено большое количество оружия и боеприпасов, в том числе 6 автоматов Калашникова, 2 пулемета, 1 единица СВД, гранаты РПГ и большое количество разнокалиберных патронов.